очень масштабное медиа, через это медиа транслировать вообще образовательные учреждения, потому что Татарстан и Казань славятся большим количеством университетов и образовательных учреждений. Но вот я как мама, я не все их знаю. И я не могу своему ребенку сейчас посоветовать, куда ему идти. Поэтому было бы классно, если бы, по-моему, не было этого, да, было трудоустройство, было неформальная профориентация, а чтобы была информация об учебных заведениях, которые есть. Потому что на данный момент классный руководитель скидывает какие-то информации, экскурсии, ну там за весь год было 6-7 экскурсий в разные учебные заведения. Для меня это не полноценная оценка образовательной сферы Казани. Поэтому, ну, вот такое предложение, расширять возрастной ценз в меньшую сторону и больше информации ребятам давать для того, чтобы они выбирали какой-то свой дальнейший путь. Потому что вот ты сказал, ты сейчас в активе университета, ты уже как бы туда попал, ты в этом движе. А как на начальном этапе, куда себя деть, это сложный выбор на самом деле. На что рассмотрим? Печатное или все-таки это будет... Про форматы, да, тоже будем говорить. Пока я бы хотела мы обсудить, какая молодежь, вот что им интересно. Но мы уже как бы плавно перешли. Печатные СМИ умирают. На самом деле не только печатная, уже ВК умерла. Поэтому не стоит привязываться к какому формату. Потому что сегодня, допустим, актуальный Telegram, да, завтра Бог его знает, что будет. Исследования же показывают, мы смотрели, я вообще этих соцсетей не знаю, которые молодежи интересны. Вот молодежи интересно, вот системно их загоняют в ВКонтакте, да, сейчас в школе, но школу заканчивая, они другие идут в социальные сети. К сожалению, это так. И даже когда излагалось Telegram, вот оно в числе приоритетов, вот те инструменты коммуникации, они не являются ключевыми для тех, которые сегодня стали студентами. Поэтому говорить – это предмет поиска. Мы говорим о производстве контента, а не способах распространения контента.